Последовало обратное движение отряда к Нестеровскому укреплению. На следующий же день, 5 мая, войска возвратились к Назрани, где и расположились по-прежнему лагерем. Словом, совершен был обычный набег на неприятельский аул, что, как сказано было выше, широко практиковалось на Кавказе и давало обыкновенно проблематические результаты, так как горцы имущество свое почти всегда успевали до нашего прихода унести из аулов в леса и трущобы. Там же укрывались и семейства горцев. Во время нашего набега, когда же мы уходили обратно, то все обыкновенно возвращалось на старое место, причем сакли в разоренном или сожженном нами ауле весьма скоро были возобновляемы. Конец цитаты. Как вы могли заметить, в 1844 году с Назрани был совершен поход в Малую Чечню, где были непокорные карабулаки, и нападения на Бамут отражали именно чеченцы. Для кого-то это покажется мало. Поэтому покажем вам карту 1848 года. Карта Малой Чечни и части Владикавказского округа. Как мы видим, Бамут в 1848 году также был там, где и должен быть, то есть в Малой Чечне. Но после завоевания Кавказа и в 1864 году, когда был создан Ингушевский округ, Бамут, как и другие исконно чеченские селения, были включены в Ингушевский округ, и то на время. Все это доказывает, что ингуши, находясь на вечном подданстве у России, получали себе земли непокорных горцев, Бамут в их числе. Но сегодня бесчестные и бессовестные ингуши кричат, что Бамут исконно ингушский.